День, коллеги. Бубнова Галина Ильинична, председатель Центральной предметно-методической комиссии по французскому языку. И мы сегодня, это наша первая встреча в этом учебном году, и говорить мы будем о региональном этапе. Я хотела вам сообщить те новости, ту информацию, которую мы получили. Мы в министерстве в пятницу, у нас было, так сказать, общее собрание по всем предметам, по 24 предметам. И есть несколько, так сказать, позиций, которые я бы хотела, о которых я хотела бы вам сказать. Во-первых, готовится новый порядок проведения Олимпиады. Будьте, так сказать, к этому готовы. Я думаю, что к декабрю и работать мы с вами уже будем по новому порядку. Это особенно важно в пункте определения тех профессиональных, того, по какому принципу будут отбираться члены жюри. То есть какова их профессиональная компетенция. Это будет прописано гораздо жестче и четче, чем это в настоящем порядке. Так что обратите на это внимание. Далее. Мы продолжаем работать в едином формате для 9, 10 и 11 классов. Далее. Новинкой, это, наверное, будет фигурировать и в новом порядке будет прописано, предполагается ротация председателей жюри каждые 2 года. Имейте тоже это в виду. Новинкой будет то, что предполагается перевод баллов, то есть работать мы, сейчас минуту, мы будем, конечно, работать в тех баллах, которые у нас есть. Мы не будем их изменять. Но при подсчете среднего балла будет перевод в 100-бальную систему. То есть, если у нас, например, с вами предполагается, если будет все 5 конкурсов, то у нас будет 130 баллов. Вот тот, кто получил 130 баллов, он будет переведен, у него будет 100 баллов. Но это будет централизованно, это будет делать Василий Георгиевич Архангельский. Так что вы не волнуйтесь. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что единицей измерения у нас является целый балл. Пожалуйста, вы почему-то считаете возможным ставить 0,5 баллов, 0,3 балла, 0,8 баллов. Это не предусмотрено нашими критериями. Вы ставите единица, это 1 балл. Он никогда не дробится. Имейте, пожалуйста, это в виду. Что еще? Да, конечно, остается открытым вопрос формат проведения регионального этапа. Это может быть как очный, так и заочный формат. И если это будет онлайн, то, возможно, с большой вероятностью не будет
устного тура. То есть вы будете работать на 4, так сказать, 4 конкурса будет у нас. И будет 1 день в пределах 4 часов. Вот. Это, так сказать, вот технические моменты. Теперь я перехожу к каким-то орг-вещам. И здесь у нас с вами сначала вывешены правила проведения конкурсов. Вот я вас очень прошу, изучите внимательно эти правила. Более того, когда вы начинаете конкурс, я очень советую вам взять какое-то техническое время и объяснить детям то, как надо работать, как вы будете их оценивать и так далее. То есть это вещи очень важные, и прежде всего вам именно так надо поступать. То есть открытие листов заданий должно происходить одновременно. Вы не раздаете в открытом виде листы заданий. Вы их, так сказать, кладете, вы раздаете их заранее, но вы разрешаете их открыть только после того, как вы объяснили, дали алгоритм работы. Потому что если эти листы заданий лежат уже открытые, вас просто никто не слушает. Они бросаются в эти листы заданий и начинают делать, уже выполнять эти задания, не понимая ни алгоритма, ничего. Поймите, это очень-очень важная вещь. Это этап установки. Во всяком случае, на заключительном этапе мы сталкиваемся с тем, что они приезжают и говорят: ой, а у нас на региональном все было совсем не так. Пожалуйста, подготовьте их к заключительному этапу. Ведь на заключительном этапе они будут вот так работать. Ведь вы не только оцениваете их знания, но вы их готовите и процедурно. Это очень важно, чтобы они процедурно были готовы, чтобы они умели себя, так сказать, чтобы они усвоили некий алгоритм работы. Вот здесь у вас 5 правил, они у вас будут, вы их внимательно прочитаете. И, соответственно, очень прошу вас, так сказать, конечно, здесь расписано, может быть, слишком подробно, но каждый, кто будет работать с детьми, сможет это, так сказать, сжать и сжато детям объяснить. Значит, я хочу, вот сейчас у меня идет понимание устного текста, и хочу сказать о том, что вы получите диск, в котором будет записана абсолютно вся процедура. Вам надо его включить? Нет. Вначале вам надо объяснить, каковы, так сказать, какова стратегия работы. Все-таки очень коротко и очень четко. А затем, когда вы переходите уже к прослушиванию, значит, вы включаете диск, и потом вы выключаете диск после того, как вы слышите вместе с детьми фразу «L'épreuve est terminée, vous déposez maintenant vos stylos». Вот после этого вы выходите из записи. Конечно, вам нужно четко определить, и вот здесь это написано, листы заданий кладутся на стол текстом вниз. И
Их перевернуть можно будет только тогда, когда дети услышат фразу, и вы, конечно, поможете им, если они будут волноваться, вы им скажете, вот теперь вы начинаете работать. Все эти моменты очень важны. Они очень важны, и психологически это, как вам сказать, приводит, потому что рабочее состояние – это понимать, что ты делаешь, почему ты делаешь, в какой момент ты начинаешь и так далее. Ну, с письменной речью проще. Да, вот здесь краткий сценарий прослушивания. Тот, который записан, вот это они услышат по-французски. Это им объяснять не надо, это входит в их... Но вы, в принципе, можете это отрабатывать при подготовке. Вот, с письменными текстами, в общем, все проще. Они читают, заполняют. И еще раз подчеркиваю, единицей оценивания является целый балл. Вы решаете для себя либо 1, либо 0. Никаких половинок не допускается. Письменная речь. Ну, здесь очень важно обратить внимание, мы в конце посмотрим критерии. Здесь нужно обратить внимание на работу с листом заданий и с документ déclencheur, потому что, как правило, чаще всего у нас бывает документ déclencheur, либо его фрагмент, который встроен прямо в лист заданий. Вот здесь нужно четко им объяснить, что в листе заданий они получат своего рода переформулирование тех критериев, по которым вы будете их потом оценивать. Они будут представлены специальной рубрикой «Conseil d'écriture» или «Vous avez réussi si» и так далее, и так далее. «Consigne d'écriture». То есть формулировки меняются, чтобы это не было, так сказать, потом у нас разные составители. Вот. То есть там прямо мы стараемся им как бы подсказать, стараемся направить их внимание на те критерии, по которым их потом будут оценивать. Это очень важная вещь. Человек, который понимает, как его будут оценивать, что от него ждут, он работает эффективнее. С письменной речью, на что я хочу обратить ваше внимание. Они не умеют считать слова. То есть они умеют их считать, но они их считают после того, как заканчивают работу. И получается в итоге, что они перебрали на 20 слов. И что начинается? Начинается зачеркивание. Но зачеркнул-то ладно. Количество слов-то привел в норму. Но логика-то, смысл-то. Ведь они вычеркивают в спешке, они вычеркивают в последние минуты. И таким образом они разрушают сами свою, так сказать, композицию, свою структуру. А ведь за структуру у нас половина баллов. У нас за язык мы же делим на две части критерий. У нас выполнение коммуникативной задачи отдельно от языковой грамотности. Поэтому я очень прошу вас научить их. И причем, когда у нас французы, ну, так сказать, французы
обрусевшие, пишут, то мы это узнаем мгновенно, потому что написал строчечку француз, тут же количество слов. Написал строчку, количество слов. Это мгновенно делается. Но идет контроль объема с самого начала. Вот, пожалуйста, очень вас прошу, это элементарная культура письма. Скажите им об этом. Скажите о том, что масса людей, масса участников наказаны, фактически сами себя наказывают, не делая этого. Вот это по письменной части. Теперь перехожу, у нас, конечно, будет с вами, это письменная речь, это я куда-то не туда убежала. Сережа, я куда-то ускакала, потому что я не сюда, ага, вот критерии. Угу. Да? Или может пораньше? Смотрите, сейчас. Правила проведения убрали. Тоже. Ага. Вот, критерии и методика. Спасибо большое. Извините, коллеги, я не туда залезла. Прошу прощения. Значит, очень коротко о критериях и методике оценивания. Значит, видите, что у нас единый уровень, что, только простите, это попало из заключительного этапа, у вас будет B2, на региональном этапе у нас B2. Значит, соответственно, 5 конкурсов, и мы сейчас посмотрим, как эти конкурсы оцениваются. Значит, соответственно, в лексико-грамматическом тесте мы практически отказываемся от шва-мультипля. Почему? Ну, в каком-то смысле, потому что уж очень как бы много этих шва-мультипль в ОГЭ, в ЕГЭ. И второй момент. Очень сложно делать эти тесты. На самом деле работать с дистракторами, как вам сказать, это очень сложная вещь, потому что дистракторы должны быть выбираемыми, и они должны быть как бы все на одном уровне сложности. Сложная задача, берет массу времени на подготовку. Ну и кроме того, это абсолютно заезженный какой-то вот вид тестирования. Поэтому мы стараемся сейчас использовать, кстати, и в Олимпиаде Ломоносов мы отказываемся от шва-мультипля. И берем скорее заполнение лакун, то есть такая close-процедура, если хотите, когда мы просим их в тексте расставить пропущенные, как правило, грамматические явления, местоимения, предлоги и артикли. Ну и развертывание временного плана текста. Ну, тем не менее, множественный выбор может появиться, но, как видите, он переехал у нас на последнее место. Оцениваем строго по ключу. За каждый правильный ответ
соответственно, выставляется то количество. Обычно в этих тестах бывает 1 балл за ответ. Так, опять я ушла. Да что ж такое? Кошмар. Серьезно, так уберите у меня ее. Нужно переключать. Так, где остановились? Нет, выше. Выше. То есть вы уходите наверх. Еще. Все. Как? Все. Нет, ну подождите. Предыдущий файл. Ну, методика-то моя. Вот. Ага, еще. Угу. Еще. Вот, все. Да. Ой, что ж такое? Понимание письменного текста. Вот здесь легче составлять множественный выбор, и здесь мы его используем, но ограниченно тоже. Больше идет альтернативный выбор. Это vrai, faux, non mentionné. Затем используются, конечно, закрытые, так называемые закрытые вопросы, когда в ответе нужно просто найти дату, найти название, найти и так далее. Здесь я не советую вам брать и оценивать язык. Во-первых, потому что они выписывают, а во-вторых, даже если есть какая-то при списывании орфографическая ошибка, на самом деле это не очень важно. В данном виде работы важна поисковая стратегия. И если ребенок ее выполнил, даже там пропустив какую-то буковку, это не важно. Мы проверяем именно умение поиска. А вот в заданиях, требующих развернутый ответ, тут другой вопрос. Тут, конечно, важно, чтобы они переформулировали, важно, чтобы они поняли. А раз это так, то это выражение в каком-то смысле своей собственной мысли. И здесь язык важен. Здесь, как правило, мы делим баллы на смысл и соответственно, языковую грамотность. Но я хочу вам сказать, что не утрируйте тут языковую грамотность. Если смысл выражен, этого достаточно. Если вы поняли, не наказывайте сильно, потому что вы проверите языковую грамотность в письменной речи. Вот там вы можете быть гораздо более требовательны в плане языковой грамотности. Все-таки у них работа тут быстрая, работа на понимание, работа с другим текстом. То есть я считаю, что если вы абсолютно четко поняли смысл, то сильно наказывать не надо. Единственное, о чем я хочу вас предупредить, чтобы они не списывали в этом случае прямо целые абзацы из текстов. Они это прекрасно делают. Они начинают вынимать из текста целые абзацы. Вот это наказывать обязательно, потому что они должны в задании, которые требуют развернутый ответ, четко дать ответ на тот вопрос, который им задан. То есть уметь в каком-то смысле запрос удовлетворить, а не давать полное. Они вам весь текст перепишут, если надо.
Не допускать этого. Вот за это наказывать в обязательном порядке. Так, и обратить их внимание на это. То есть сказать, что за это, да, они будут наказаны. Так, понимание письменных текстов очень похоже на то, что мы имеем в понимании устных текстов. То есть также идет множественный альтернативный выбор, также краткий ответ, также развернутый ответ с теми же рекомендациями. Вот здесь, может быть, я остановлюсь на том, как вы работаете с ключами. Но мы, конечно, не можем предложить вам 1000 вариантов переформулирования, которые могут быть. Это невозможно. И, конечно, каждый ребенок по-своему сформулирует мысль. Будет какое-то отличие. Мы, давая варианты переформулирования, стараемся выделить главное, стараемся показать, каков должен быть ответ с точки зрения удовлетворения запроса, содержавшегося в вопросе. Ну, конечно, языковое оформление невозможно охватить, оно может быть очень разным. И важно только одно, чтобы запрос, чтобы ответ был по запросу, чтобы была информация запрошенная в вопросе, и чтобы не было списываний, чтобы не было вместо ответа цитирования текста, причем цитирование целыми абзацами. Продуктивные виды речевой деятельности. Вот что тут? Значит, во-первых, у нас с вами, как видите, 2 блока, да? О чем я уже говорила. Да, мы пришлем вам обязательно протоколы и так далее. Вот что у нас с письменной речью на уровне проверки, и что я вам очень рекомендую. Это то, что мы называем калибровка. Мы отбираем наугад, прежде всего по почерку, 1, 2, 3 работы и делаем ксерокс. Поэтому, собственно, прежде всего идем по пути читабельности. Да, кстати, о читабельности. Вы знаете, у меня, и я обсуждала уже с членами Центральной предметно-методической комиссии этот момент, и я думаю, что мы придем к положительному решению. Вы знаете, они пишут настолько плохо, настолько в плане неряшливости, в плане оформления работы. Они позволяют себе писать так, что это просто нечитабельно с точки зрения их почерка и так далее. Вот мы будем наказывать за это. Потому что, вы знаете, я считаю, что это большое неуважение так писать. Если ты хочешь, чтобы твою работу проверяли, то напиши ее корректно. Напиши, не надо красивого почерка, но это должно быть читабельно. И мы будем за это наказывать. Мы сейчас думаем об этом, как это ввести, куда это ввести, но безобразные работы мы, так сказать, у нас просто эксперты отказываются это проверять. Вот.
Значит, вы обсуждаете, вы берете критерии, каждый читает одну, вот вы начинаете с одной работы. Вы ее все, каждый прочитал, каждый для себя оценил, подумал и ответил на вопрос, почему он поставил в каждом критерии то количество баллов, которые он поставил, чтобы были аргументы. И там, где возникают вопросы, каждый эксперт ставит, записывает для себя этот вопрос. После этого мы начинаем обсуждать. Все вопросы обсуждаются, все предложения обсуждаются. Конечно, вы можете коллективно принять какие-то, если вы придете, потому что, конечно, нужно, по крайней мере, 2 работы оценить. Первая работа обычно бывает самая бурная на обсуждении. Потом вы приходите к какому-то статус-кво и решаете, что вот по этому критерию все-таки вот так, поэтому вот так и так далее. Потом проверяете вторую работу и, как правило, уже модель эксперта сформирована. Хочу вам сказать, это часто возникающий вопрос. При переборе слов в Олимпиаде мы не практикуем тот момент, который есть в ОГЭ и в ЕГЭ. Мы не подводим черту, мы читаем и проверяем все. Наказание за превышение количества слов вы принимаете. Мы, как правило, накидываем 10 баллов в плюс и 10 баллов в минус. Все, что превышает, мы наказываем. Но это ведь, когда вы отрезаете половину текста, вы нарушаете структуру. Как можно оценивать структуру, если вы на треть отрезали текст? Мы этого не делаем. Вы оцениваете, несмотря на превышение слов, вы оцениваете работу абсолютно адекватно, наказывая отдельно за превышение слов. Вы оцениваете и грамотность, и структуру, и так далее. Вы работаете с целым текстом. Вы его не корячите, не корежите и ничего не отрезаете. Вот это очень важное отличие от ОГЭ и ЕГЭ. Ну и, соответственно, далее вы прочтете. По конкурсу устной речи у нас всегда в комиссии предусмотрено 2 эксперта. И эти эксперты, каждый эксперт имеет свои критерии оценивания, соответственно, происходит это оценивание после ответа. В критериях у вас есть 3 блока, у вас есть монологическая часть, есть беседа и есть лингвистическая часть. Соответственно, выставляются оценки, и в течение минуты эксперты как бы обмениваются мнениями и выставляют общий балл. Если между ними возникает какая-то, так сказать, какая-то непримиримость, тогда эта работа откладывается, и потом мы ее переслушиваем уже с привлечением 3-го или 4-го эксперта. Такое бывает. Но у нас редко бывает, хотя бывает. Так, теперь по поводу того, как вы готовите комплект
прежде всего для конкурсантов. Как вы готовите комплект для себя, это ваша проблема. Там можете уменьшать, делать ректо-версо, пожалуйста. Но для конкурсантов жесткое соблюдение санпина. Обязательно. У нас полно бывает, если это не соблюдать, вы будете иметь апелляции по формальным признакам. Тут ничего не докажешь. Доказывается очень просто. Значит, ни в коем случае вы не допускаете уменьшения оригинала. Обязательно печатаете только на одной стороне листа. На компьютере, на котором вы распечатываете, должен быть установлен французский шрифт, классический, с диакритикой. И, соответственно, подумайте, если у вас будут участники с нарушениями зрения, то им кегель можно увеличить. Это возможно. 14, 16, ну и так далее. Это уже вы поговорите с медиками. Вот. Это по размножению. Ну, теперь давайте возьмем, у нас чуть-чуть есть, вот давайте возьмем критерии, которые, это старые критерии, которые фигурировали в одном из вариантов. Как видите, это эссе на предложенную тему с использованием иконографического документа. Значит, вот посмотрите решение коммуникативной задачи. Первое. Выполнение требований, сформулированных в задании. 2 балла. Что у нас тут раскладывается? Тип текста, указанное количество слов, заголовок, расположение текста на странице. Ну, вот, может быть, в этом году появится еще и, так сказать, какой-то орфографический момент. Что здесь можно сказать? Вы решаете, вы можете поставить 0, 1 или 2. Никаких половинок вы не ставите. Если у вас тип текста и он явно нарушен, но все остальное соблюдено, вполне можно поставить единицу. Если только указанное количество слов, вы это обсуждаете на жюри. Вы это обсуждаете во время проверки, во время калибровки и принимаете жесткое решение. Далее, аргументация на предложенную в задании тему. Значит, смотрите, мы даем, это самое главное, это стоит дороже всего, 6 баллов. Значит, смотрите, у нас тут приводит доводы за и против, да? Выделяет основные мысли, очень важно. Подчеркивает, тем не менее, некие детали и приводит примеры. Далее, детали, то есть у нас фактически здесь 6 пунктов, которые раскладываются на 6 баллов. Значит, в принципе, вы ориентируетесь на это. Вот у нас с вами аргументация за и против, вот у нас с вами основные мысли и так далее. Теперь связанность и логичность текста. 4 балла. Если это в целом логично,
ставите 2. Если это действительно проработано, если все очень хорошо изложено, то есть в зависимости от качества, которое вы, как эксперт, увидите в связанности и логичности. И когда вы будете между собой, потому что, конечно, это зависит от общего уровня ваших конкурсантов. Ну и, наконец, языковая компетенция. Здесь, я думаю, гораздо легче. Тут мы оцениваем проще, как мне кажется. Вот. Но то же самое, никаких половинок. Пожалуйста, забудьте о Дельфи и о Дальфе. Никаких половинок мы не допускаем. Так. Мы подходим к концу. Да, давайте мы посмотрим на вопросы. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, потому что время наше истекает. В общем, я в основном все изложила, уложилась. Потом у вас будет полностью вся презентация, вы сможете посмотреть, изучить. Мой адрес, по-моему, у вас есть, вы можете, так сказать, или через центр задать мне вопросы. Мне всегда их перешлют, и я с вами свяжусь, и мы ответим на ваши вопросы. Кстати, в декабре у нас планируется еще одна встреча, и она будет более конкретная. Я вам уже скажу, возможно, и количество баллов, и сориентирую четче. Но пока вы ориентируетесь так. 3 конкурса по 30 баллов. Лексико-грамматический тест, понимание устного текста, понимание письменного текста. Они идут по 30 баллов. И 2 творческих конкурса идут по 20 баллов. То есть письменная речь 20 баллов и устная речь 20 баллов. Я объясню вам почему. Потому что все-таки критериальное оценивание при всем нашем желании самое субъективное. Понимаете? От этого никуда не деться. И поэтому мы считаем, что 20 баллов достаточно. Получается в сумме 130, если у нас будут все конкурсы. Если в силу целого ряда причин устного конкурса не будет, то значит 110 баллов. И не забудьте, объясните это детям и родителям, потому что они потом увидят средний балл из 100. Да? Будет пересчет, перевод 110 в 100. Так, пожалуйста, вопрос. Нет? Ни у кого нет. Ну что ж вы все-то понимаете? Как это с одной стороны очень здорово, а с другой хотелось бы, чтобы вы какие-то, чтобы возникали у вас вопросы. Вот, кстати, наказание за калькирование текста. В случае письменной речи, конечно, прежде всего. Вот. Ну что же, коллеги, удачи, постарайтесь постарайтесь поговорить о том, о чем мы говорили с вами, с теми, кто проводит школьный и будет проводить муниципальный этап. Потому что наша 4-ступенчатая олимпиада – это великолепная основа для обучения.
Мы на школьном этапе учим, как надо делать на муниципальном. На муниципальном мы идем вперед и учим, как надо работать на региональном и так далее. Это великолепная схема. Я очень люблю эту олимпиаду именно потому, что в ней есть не только оценивание, но и обучение. И это очень важно. Вот. Так что поделитесь тем новым, что вы от меня услышали. Может быть, вы сделали какой-то вывод из того, что вы услышали. Поделитесь этим с теми, кто проводит олимпиаду на школьном и на муниципальном этапе. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Сейчас мы еще подведем итог.